All'improvviso di Antonio De Curtis. L'amore è una giornata di sole che scoppia all'improvviso dentro al cuore. E il mio sole, La vita è bella, sì, è stato un dono che ti ha fatto la natura. Ma quando poi questa vita è una sciagura, voi me lo chiamate dono questo qua? E non parlo di me che storto o morto riesco a guadagnare 1.000 lire. Ho la salute e non faccio per dire, sono uno di quelli che ci sa fare. Ma quanti ne ho visti di disgraziati, ciechi, paralitici, ritardati, sordomuti, gente che non ha visto e mai avuto un poco di bene in questa umanità. Guerre, miseria, fame, malattie, cristiani diventati pelle e ossa e tanta gioventù col culo alla fossa. Questo non è un dono, è infamità. Ognuno di noi nasce con un destino. La cattiva sorte a volte va e poi torna. Qualcuno nasce con la gobba sulle spalle, qualcuno col destino di portare le corna. Io, ad esempio, non ho vergogna. Cosa posso farci se l'ho scoperto tardi? Pensavo, sì, avrò ricevuto qualche corno, ma non al punto tale da offendermi. È stato ieri pomeriggio. La cartomante, leggendomi la mano con la lente, mi ha detto: «Siete stato un amante sfortunato. La vedete questa strana linea? Questa si chiama linea del cuore. Arriva al centro del palmo e torna indietro». Che vi posso dire, carissimo signore? Avendo questa linea, voi avete le corna. Osservate questo altro segno a forma di uncino. Questo è un segno che, come tutti sanno, ce l'ha in mezzo alla mano San Martino, che è il santo protettore dei cornuti. Ascoltando queste parole, in mente iniziarono a venirmi 1000 pensieri. Ora vado a casa e faccio un macello, per Dio. Devo far correre i pompieri. Ma no, chi te lo fa fare? Una voce interna mi suggerì: evita, le corna oramai sono una cosa eterna. Non c'è rimedio. È la solita canzone. Perfino Adamo era in paradiso eppure Eva lo tradì. Su queste corna fate un sorriso perché anche Napoleone era cornuto. Всем привет! В этом видео я хотела бы познакомить вас со стихами одного итальянского комика Антонио де Куртис, который издавался по псевдонимам Тото. Стихотворение «Ла ливелла», что значит «уровень». Но сначала я хотела бы вам напомнить подписаться на мой канал YouTube и на мою страницу Instagram Veronica Pisano. Итак, начнем. Антонио де Куртис «Ла ливелла». Существует такой обычай. Каждый год 2 ноября ходят на кладбище навестить умерших, чтобы отдать им дань уважения. Каждый должен об этом помнить. Каждый год пунктуально в этот печальный день и я хожу туда, к мраморной, усыпанной цветами гробнице тети Винченца. В этом году, во время исполнения печального долга, со мной произошла одна история. О, Боже, как вспомню, страшно становится, но в итоге я был достаточно смел. В общем, слушайте мой рассказ. Приближалось время закрытия. Я не спеша собирался уходить, как вдруг бросил взгляд на дно захоронения. Здесь мирно спит благородный маркиз и лорд из Ровиго и Беллуно. Храбрый герой 1000 подвигов умер 11 мая 1931 года. Герб с короной сверху, снизу крест из лампочек. 3 букета роз, ленты и траурные украшения. Свечи, подсвечники и 6 ламп. К могиле этого господина прилегала другая, поменьше, забитая совсем без единого цветочка. Виднелся лишь один крест. На кресту я прочитал с трудом: «Эспозито Дженнаро, дворник».
Глядя на эту могилу, мне стало жаль того мертвеца без единого огонька. «Это жизнь», — подумал я себе. Кто-то имел многое, а кто-то совсем ничего. А этот несчастный знал, что после смерти его ждет та же бедная участь. Блуждая в своих мыслях, я внезапно осознал, что уже почти полночь, а я остался заперт на кладбище как узник, до смерти напуганный, со всеми этими свечами. И вдруг, кого я вижу вдалеке, ко мне приближались две тени. Я подумал, как-то это странно. Я сплю или нет? Или это моя фантазия шалит? Но вместо фантазии я лицезрел маркиза в шляпе, с моноклем и тростью. А позади него виднелся что-то мерзкое, грязное, с метлой в руке. Это и был, естественно, Дон Дженнаро, мертвый бедняк, дворник. И после увиденного у меня возник вопрос. Значит, они мертвы, но вышли, чтобы повидаться. Приблизившись ко мне вплотную, маркиз замер, он обернулся и достаточно серьезно, но спокойно сказал Дону Дженнаро: «Молодой человек, от вас я хотел бы знать, мерзкая падаль, с каким намерением и как вы осмелились быть похороненным, какой стыд, рядом со мной благородным аристократом. Аристократия, на то и аристократия, чтобы ее уважали, а вы переборщили. А ваше тело было погребено, да, но лучше бы на помойке. Не могу больше терпеть ваше смердящее присутствие. Поищите себе канаву среди таких же, как вы». «Господин маркиз, моей вины в этом нет. Я бы не обидел вас. Это моя жена начудила. Ну что я мог сделать, если бы уже мертв? Если б я бы жив, я бы вас порадовал. Взял бы свой ящик с костями и незамедлительно перетащил бы его в другую яму. И чего же ты ждешь, о потрепанный негодяй, чтобы гнев мой достиг предела? Если бы я не был столь титулованным и воспитанным, я бы тебя и вовсе избил. Ну давай, покажи мне, как ты хочешь меня побить. По правде говоря, маркиз, я вполне раздражен. Если же я потеряю терпение, то забуду, что я мертв, и сам изобью тебя. Кем же ты себя возомнил? Богом. Ты не видишь, что мы здесь все в одинаковом положении. Помер ты, и я тоже мертв. Мы равны. Ах ты грязная свинья! Да как ты смеешь сравнивать меня с собой? Каждое Рождество, которое я встретил в моей жизни, было так прекрасно и благородно и богато, что даже настоящие принцы мне завидовали. Да какое Рождество, Пасха и Богоявление! О чем ты? У тебя слишком богатое воображение. Ты знаешь, что какое смерть? Это уровень. Король, магистр или великий человек, переступив через эти ворота, ставит точку, потому что потеряно все, и жизнь, и даже имя. Ты еще этого не осознал. Так что послушай меня и не сопротивляйся. Потерпите меня, какая тебе разница.
Это живые люди могут вести себя, как шуты. А мы-то серьезные. Мы принадлежим смерти.